Спокойно, разважливо и без лишних эмоций. Ён распавядае, як за один старт завоевал 4 золотые медали у стрельбе з винтовки. На сёлетнім чемпионате Европы у Баку Юрию не было ровных. Своих соперников ён апярэджваў не на сотые, на целые баллы. У такі вынік, признаецца спортсмен, ён и до гэтага часу не может поверить. Отпечаток накладывает все-таки вид спорта, когда ты вынужден быть спокойным. Все упражнения, все тренировки, нигде не выплескиваешь свои эмоции, поэтому это немножко накладывается и на жизнь. В жизни стрелки все такие. Как-то сразу не осознал, что так все хорошо и приятно. Может, даже до сих пор еще до конца не порадовался. Конечно, был рад, что так все удачно сложилось, и команду удалось подтянуть на золотые медали. Тренер Андрей Фоминых з приємним здзіўленнем успамінае фінальны вынік. Кажа, у поспеху спортсмена шмат складаючых, якасная зброя и патроны, тяжкая праца Юры и добрые умовы падрыхтоўкі. Я рассчитывал, что он будет в финале, а в финале уже как карта ляжет. Результат обнуляется. Он был с огромным отрывом и в одном, и во втором упражнении. Это очень большой отрыв. Таких, наверное, не бывало на соревнованиях. Сегодняшний успех, он не вчера даже и не позавчера делался. Это достаточно сложный путь и долгое время. Тренироваться и чакаць высоких вынікаў на международных турнирах прыйшлося вельмі доўга. Праходзілі алімпійскія гульні, чэмпіянаты свету, чэмпіянаты Европы, а золота ўсё не было. Нягледзячы на гэта, ён атрымліваў задавальненне ад гэтага віду спорту и працаваў над собой. Я люблю эту работу. Я могу еще за это какие-то деньги зарабатывать. Поэтому тут уже как-то обижаться на кого-то или обидеться на этот вид спорта, что ничего не получается. На себя обижайся, иди и работай. Поэтому мотивации как бы и не приходилось искать никакой. У наступным годзе пройдзе чэмпіянат свету, дзе Юрый плануе заваяваць ліцэнзію на 4-ю для сябе алімпіяду. На папярэдніх лепшы вынік 8-е месца. Магчыма, на гэты раз усё атрымаецца. Чаму б і не? З усмешкай кажа чэмпіён Европы. Александр Завадскі, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».